Тему проводов осени и встречи зимы. Для многих районов Якутии автоземники по-прежнему остаются одной из самых важных артерий транспортного сообщения. Они играют основную роль не только для завоза жизненно необходимых грузов, но и для внутрирайонных перевозок. Сегодня в нашей студии заместитель генерального директора «Дороги Арктики» Николай Попов. Николай Николаевич, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка на ледовых автоземниках? На сегодняшний день, как вы знаете, была продолжительная осень, теплая на всей территории даже, и поэтому ледостав на северных реках стал недавно, практически недели назад. Морозы ударили минус 10 недавно только, поэтому ледостав в этом году, поздний ледостав, можно сказать. Нас радует, что как в прошлом и позапрошлом году нету большого снега, поэтому мы, в принципе, думаем, что у нас зимники откроются вовремя. У нас обычно зимники открываются для автотранспорта без прицепа до Нового года, в конце декабря где-то, а для автотранспорта до 20 тонн, с прицепами и ППРов где-то в середине января будет открываться. Какие прогнозы вообще синоптиков? В принципе, зима будет достаточно холодной, но обычной для Якутии, или, может быть, ожидается такой же достаточно аномально теплой, как осень затяжная? Таких продолжительных прогнозов нету, к сожалению, мы пока не знаем, какая будет зима. Но осень у нас теплая, в принципе, мы думаем, что зима будет холодной. Ну а если говорить о подготовке, то как она вообще прошла, подготовка в целом? Подготовка в целом продолжается даже сейчас, так как навигации 2018 года мы завезли запасные части, технику завезли, и мы сейчас ведем ремонтную работу и запуск. Мы сейчас ведем еще запуск гаража в Черском, в Нижнеколымском районе. В этом году мы будем работать в Нижнеколымском районе, на участке Андрюшкино-Черский и граница Чукотского автономного округа, а также будем работать в Среднеколымском районе, на участке Среднеколымск, Цватай, Эбях и Алеко-Кёль. Мы там сейчас готовим технику и гаражи для техники. Ну, а в этом году была ли закуплена новая техника, как раз таки, чтобы как-то облегчить, может быть, труды? Мы ежегодно покупаем технику, дорожную специальную технику, а в этом году мы закупили 7 единиц техники. У нас основная техника это К-700, это большие трактора с отвалом, которые расчищают технику, а аналогов этой техники нету, в принципе. Специальная техника, К-700, они работают на автозимниках. А можно назвать какие-то участки дорог, которые они традиционно, наверное, сложные, если так их можно назвать, и трудности там возникают? Да. На протяжении 2 последних лет очень на северо-востоке нашей республики для автозимника очень сложная погода, потому что зима теплая и большие осадки. Большие осадки в прошлом году были в Колымской группе районов. Это Верхнеколымский, Нижнеколымском, Среднеколымском очень сложная обстановка была. А позапрошлом году в Ущанском и Акбыйском районе были сложности. Николай Николаевич, большое спасибо вам за участие. Надеемся, что все планы, которые у вас есть, они реализуются. Зима будет достаточно холодной, как бы это ни звучало парадоксально.